Подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства обсудили в Чувашском аграрном университете. О своем опыте и перспективах развития представители учебных заведений и руководители предприятий рассказали главе Чувашии Олегу Николаеву. Площадка для обсуждения выбрана не случайно. Учебный год для вуза начался в новом статусе. Сельхозакадемия преобразована в аграрный университет. Олегу Николаеву показали уникальную лабораторию, где выращивают растения без использования грунта, а также новые учебные классы. Первые растения в умной теплице хорошо прижились, и скоро можно собирать урожай. Душица, мята, базилик и другие пряные травы выращены в искусственной среде, без почвы. Необходимые питательные вещества в нужном объеме поступают в корневую систему напрямую. Капельный полив. Он состоит из бака с питательным раствором. Из этого бака по специальным трубочкам каждому растению попадает питательный раствор и стекает по войлоку. Лаборатория уникальных технологий в защищенном грунте появилась в аграрном университете незадолго до начала учебного года. Метод гидропоники только набирает популярность в нашей стране, а студенты вуза, будущие агрономы и технологи, уже могут практиковаться в новом направлении. Главное отличие гидропоники от традиционной теплицы в том, что различные культуры за короткий срок и при небольших затратах выращивают на небольшой площади. Выращиваются ярусами. На одном квадратном метре можно сделать несколько ярусов, и вырастет огромное количество растений. Растения могут располагаться горизонтально чаще всего. В нашем случае это вертикальные колонны. Пока это единственная гидропонная лаборатория в республике. В университете хотят открыть еще 2 подобные площадки. Отдельно для овощей и для земляники. Вуз планирует на своем примере показать преимущества новой технологии выращивания растений. Тем более, что интерес к гидропонике начали проявлять предприятия республики. Безусловно, мы готовим только на мяте на чабреце, она за 1,5 года отбивается, если законтрактована под ресторан. Вот у нас, например, мяту уже просят. Благодаря поддержке ведущих сельхозпредприятий в университете полностью обновили 5 аудиторий. Они оснащены современным оборудованием, микроскопами и наглядными материалами. Сейчас в университете обучается свыше 4000 студентов, в том числе немало тех, кто поступил сюда из других регионов. Во время учебы студенты проходят практику в хозяйствах и на предприятиях республики, а также выезжают на зарубежные стажировки. Однако в отрасли и на селе все так же не хватает квалифицированных кадров. О том, как подготовить хороших специалистов и вернуть их в районы, обсуждали уже за круглым столом. По мнению главы Чувашии, целевое обучение значительно поможет решить эту проблему. Если ранее, сначала люди поступали в вузы, затем их направляли в зависимости от потребностей, то сегодня вузы готовят по запросу, по первоначальному запросу, какие специальности нужны. Это также поможет учебным заведениям понять, какие специальности востребованы, и, объединив усилия с властью и бизнесом, их развивать. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.